Если вы уже какое-то время учите казахский, наверняка слышали фразы вроде «айтабер», «барабер», «кутебер». Что они означают? Здесь используется особая грамматическая конструкция. Глагол в форме деепричастия плюс вспомогательный глагол «пер» в повелительной форме. Глагол «пер» в таких конструкциях не означает «дай», как обычно. Здесь он выступает как вспомогательный глагол, который добавляет к основному действию два возможных смысла. Первый — это побуждение продолжать действие, и второй — разрешение начать действие. Например, «Окей, Бер, продолжай читать», либо «можешь читать». «Айтабернес, продолжайте говорить», либо «можете говорить». «Жазаберсин, пусть продолжает писать», либо он может начать писать. Это очень живая разговорная конструкция, используется каждый день и помогает сделать речь более естественной. Попробуйте использовать ее в своей речи.